В Русском государственном музыкально-драматическом театре Ингушетии 19 и 20 ноября покажут спектакль «Доходное место» по пьесе Островского. Режиссер, постановщик, народный артист Ингушетии Ахмед Ильянов сегодня в нашей студии, и сейчас мы с ним поговорим. Ахмед, здравствуйте. Здравствуйте. Я, когда смотрела афиши, читала какие-то статьи по поводу этой постановки, везде делали акцент на том, что режиссер, постановщик не стал осовременивать Островского. У меня вопрос, почему вы решили все-таки остаться в XIX веке и почему не поддались вот этим тенденциям, когда сейчас все адаптируется к современным реалиям? Ну, знаешь, какая штука, я именно в театре, в творчестве, я все-таки консерватор. Я не люблю, когда великие вещи, великую классику осовременивают. Можно, конечно, сделать и «Чайку», чтобы там, не знаю, Треплев ходил в бриджах и говорит, что это современное прочтение, но авторы не про это писали. И все-таки хочется... Да, понятно, что, как говорил Евгений Вахтангов, что форму нужно нафантазировать, но идею нужно вскрыть. Самое главное — вскрыть идею, то, что хотел сделать автор. Понятно, что идею скрываешь, но в гонке за формой, я не знаю, нельзя переворачивать все с ног. Я всегда говорю, что там, когда был Юрий Петрович Любимов, да, который на Таганке впервые выпустил «Гамлета» с Высоцким в современных костюмах, там, в вязаном свитере, но он это сделал уже. И после этого опять делать какие-то вещи в джинсах, выпускной, это уже было. Зачем повторяться? А как вы думаете, зритель был бы готов к вот такому современному Островскому? Я думаю, что молодежь, возможно, да. Но для меня был очень хороший опыт, когда мы выпускали «Чайку». Это... Рассказывайте. Это очень большая пьеса, большой спектакль, и, естественно, там нет таких динамичных сцен, и, конечно, мы боялись того, что там студенты, школьники, старшеклассники, они не завязнут вот в этой, как нам казалось, такой занудной в чеховской... Заскучают Да, попросту, заскучают, да? Нет. И была вот эта опасность была, давай что-то современными, чтобы это было, чтобы мы разговаривали на их языке с молодежью. Но я эту историю отсек, и я просто придумал друг ход. У нас все первое действие проходило в зрительном зале вместе со зрителем. Артисты общались со зрителем, потом ругались между собой. Все это было по пьесе, но просто мы вынесли первое действие прямо на зрительный зал, и они были... Они нехотя уже были вовлечены в действие. Да? И они дальше, все остальные три действия, они просто сидели, дальше наблюдали, потому что им импонировал только что артист, который с ними общался. Но мы остались в эпохе, в тех костюмах, в той музыке, даже в тех же разговорах. Тексты те же самые остаются, ремарки, все оставалось. Молодежь это приняла. Это и показатель. она эти 1,5-2 часа сидела просто и получала от этого удовольствие. Поэтому я изначально, априори не хочу осовременивать такие вещи, потому что для меня все-таки великая классика, она великая классика. Хочешь осовременить, есть очень много современной драматургии, можно взять и все переворачивать с ног на голову. Шекспир есть Шекспир, Чехов есть Чехов, Островский Островский. Давайте оставим все. Наверное, может быть, я чуть-чуть старомоден в этой истории, но для меня есть ниша, которая есть какой-то определенная граница или табу, через который я перешагивать не хочу. Произведения Островского, они входят в школьную программу, и понятно, что с возрастом уже многое забывается. Вот ваша рекомендация: стоит ли освежить в памяти, прочитать произведение, прежде чем пойти на спектакль? Или лучше даже этого не делать, а погрузиться полностью в материал? Я думаю, что... Дело в том, что сама пьеса, она просто рублена, что там много персонажей у меня выкинуто, что я решил взять просто одну линию и не раскачиваться, как Островский, и просто уплотнить, потому что наша психология, наша психофизика совершенно другая, она не в состоянии принимать
смотреть трехчасовые, ну, грубо говоря, для нас русские поля, они неприемлемы, для нас горы приемлемы, у нас другая. И мы долго сидеть, смотреть, как два человека просто общаются, мы не можем, нам нужно действие. Поэтому мне приходилось всю эту историю уплотнять, на максимум выводить, чтобы он более была пьеса динамичная. Много что рублено. Ну, конечно, для того, что они придут и увидят на сцене, и то, что они прочитают, это чуть-чуть разные вещи, чуть-чуть. Ну, там начало и финал у меня изменен вообще. Если в финале у Островского там Вышневский главный вор, будем так говорить, он умирает от сердечного приступа, то он у меня не умирает. Ну, такой спойлер небольшой. Да, и мы просто в финале ставим открытую точку, два полюса, и, конечно, в этом есть опаска, потому что мне иногда кажется, не перетягиваю ли я, как персонаж, который играет вот этого главного взяточника, не перетягиваю ли я одеяло на себя, и не буду ли я таким инструкцией к применению для молодежи. И как вы это узнаете? Не знаю, честно говоря, не знаю. В общем, вы в процессе. Да, все-таки пусть в финале будет стоять вопрос, и, наверное, каждый должен для себя его поставить потом, что из всей этой истории. Вот, да, есть правда и в моих словах, как в этом персонаже Вышневского, есть правда и в словах Жадова, его племянника, который хочет жить своим трудом. Понятно, что каждый из них к финалу приходит к своему финалу, да, но это право выбора каждого зрителя, который будет сидеть и понимать, что я все-таки выберу. Ну, о постановке мы много говорить не будем, уж лучше пусть люди придут, посмотрят, насладятся. Все-таки хотелось бы о кухне поговорить, актерский состав, как он подбирается. Вообще, насколько важны типажи в театре? Или все-таки, вот вы знаете, этот актер в любом случае справится, даже если он совершенно не похож. Дается техзадание и вперед. Ну, ты знаешь, читаешь, пьесу читаешь, идешь раскладка, да? Просто пьесу читаешь, я понимаю, что, опа, вот там Поленька, да, я понимаю, что, зная своих артистов, я понимаю, ну, это Мадина, потому что где-то ее характер бывает что-то схож с персонажем. А бывают роли, которые ты просто, потому что я примерно там Ломали играет Жадова, я понимаю, что он ее сделает. Или я понимаю, что он его не сделает, но я ему эту роль даю принципиально на преодоление. На сопротивление, да, на преодоление. Пусть он преодолеет и почувствует себя чуть-чуть в другой ипостаси, потому что, ну, бывает, что артист привыкает к одной и то же, к одному и тому жанру, он себя там чувствует, как рыба в воде. А ты его оттуда вытаскиваешь из этой зоны комфорта, кидаешь в другую, пусть и дальше. Это все-таки его... Это его уровень, его мастерства, он ее будет преодолевать. Я им, ребятам говорю, есть только два варианта. Или вы потом даете, ну, будем так говорить, заднюю и говоришь, у меня не получится. Или а он может так сказать вообще? Нет, он может в процессе репетировать, но ты понимаешь, что ну, не идет он туда. Или я говорю, ребята, есть только один сейчас вариант. Или сейчас сдаться и включить заднюю, и я на эту роль назначу другого. Или мы все-таки пытаемся, преодолеваем этот Рубикон и идем дальше. Вот сейчас вот эта приграничная ситуация, в которой ты начинаешь понимать, что ты есть как профессионал. Или ты идешь, или ты просто... Это такая работа над собой большая. Да, ну да, конечно. Ну, по-другому. Но зато потом ребята получают удовольствие, когда они через себя это пропустят, переборются. Да, бывает такое, что ты на сдаче что-то плохо дал, а потом на премьере вдруг у тебя прорывается все это. Костюмы. Вообще при создании вы как-то консультируетесь с историками, чтобы было более достоверно? Ну, ты знаешь, какая штука. У нас есть художник, я с ней уже второй, третий спектакль выпускаю. Она московский художник-сценограф. Я с ней обсуждаю саму форму самого спектакля. И вот раскладываю персонажей и говорю, вот в каком характере они должны быть, персонажи. Она мне присылает эскизы костюмов. Ну, естественно, у них вот
так же, как и у тебя первый вопрос будет, осовремениваешь? Я говорю, нет, мне нужно вот ну, понятно, в эпохе. логично. Да, и они присылают, а нам присылают эскизы, я делаю какие-то поправки, говорю, нет, мне там это не нравится, цветовая гамма не нравится. Через какое-то время она обратно присылает другое. Ну вот именно с доходным местом мы просто попали, мне кажется, просто в десятку, потому что они нам прислали мерки, как нужно снимать. Мы так скрупулезно все сняли, отправили, они прислали, и они просто, ребята в эти костюмы сели просто как будто вот здесь шили прям при них. Очень, ну, и они в этих костюмах чувствуют себя комфортно. Все-таки костюм дает какой-то кайф игры. Конечно. Если они себя чувствуют дискомфортно, то... Да, энергия совсем другая. Да, они одевают, говорят, блин, как влитой костюм на мне сидит. Поэтому у меня с ней вот эта связка есть, она присылает мне уже готовые костюмы, потом там шьют в Москве, присылают. Вот. И потом наша задача просто недельки-две в этих костюмах порепетировать, чтобы костюм стал твой. Вы в двух словах сказали уже, чего вы ждете на репетиции от своих подопечных, от актеров. А вот чего вы ждете от зрителя? И, Ахмед, вот подскажите, на ваш взгляд, вы же наблюдаете, вы ориентируетесь как-никак на зрителя. Он сейчас какой? Он скептический или он открытый? Как вы чувствуете настроение в зале? Ну, очень Честно. Сложно судить. Ребятам мы часто говорим, когда мы приехали в 98-м, был совершенно другой зритель. И когда даже сегодня бывает такое, что где-то тебя там перебивают зрительного зала, там где-то какие-то реплики кидают, и я вижу, что актеру сложно, я ему говорю, старик, в 98-99 годах ты не видел, через что мы проходили. Если учитывать это, то просто сегодня зритель кардинально поменялся, он стал другой. Естественно, он начинает с тобой сопереживать. Ну, наверное, это наша природа. Я это очень часто замечаю, если два молодых человека придут на спектакль, и если идет какая-то драматичная, трагическая сцена, где там половина зала плачет, да, они будут сидеть смеяться. Наверное, у них это защитная реакция идет. А как только, если он придет один, он будет сидеть и втихаря утирать слезы. Наверное, перед... Общественное мнение важно, даже здесь. И это здесь работает. Но он, честно говоря, он стал более... Он ест то, что ты ему даешь. Наша задача, как Высоцкий пел, дать пищу для маленьких наших мозгов, да, и ее так порциями давать. Ну да, самое главное, что это была качественная еда, чтобы он... Но у них глаза открытые, они очень, очень точно тебя чувствуют. Естественно, это зависит от артистов, как он подаст. Ну, соврешь, зритель уже тебя понимает. Ахмед, спасибо большое за это короткое, но очень интересное интервью. Мы приглашаем всех на постановку «Доходное место». Напомню, 19 и 20 ноября, да? Начало у нас в 15:00. Билеты в продаже. Да, вот, всех ждем. Я напоминаю, у нас в гостях был режиссер-постановщик, народный артист Ингушетии Ахмед Ильянов.